Продолжается рабочая поездка главы Башкортостана Ради Хабирова по Илишевскому району. Интересно, что центральная фигура герба Илишевского района – серебряный бегущий конь, символ мужества, верности и отваги, любви и преданности Родине. Этим славится Илишевская земля, об этом сочиняют стихотворения и поют песни. Звучат песни и в сельском доме культуры в селе Старокуктово. Начальник отдела культуры, глава сельского поселения. Новый клуб на 300 мест. По нашему проекту. 2-3 года тому назад. 2 года назад построили. За год построили. Сами его построили. Да. Директор клуба. Здесь кипит. Да? Здесь сельское поселение у нас многонациональное. Здесь и марийцы есть, русские, башкиры. Поэтому у нас вот символическая дружба. И колхоз хотели мы показать. Здесь у нас даже вон там узнаете. Все так говорят. Все так говорят, да, может быть. Красивый, теплый. Я начал рассказывать, в чем универсальность зала. Здесь универсальность в том, что стул убирается, зал трансформируется. Соответственно, можно посередине поставить елочку и танцевать, так и делают. Да, Можно, они у них специально мы купили столы, они эти столы расставляют, приносят кушать, и здесь юбилеи, праздники тоже могут организовать. Он дополнительные доходы дает тоже сельскому клубу. Здесь вот шарары специально, чтобы все приходили, видели. Это наш шаджара. Это Один из самых больших. шаджара деревни, шаджара, вот наш башкир, который здесь проживает. Здесь более того, шаджара такое особенное, здесь все башкирские земли отражены. Получается, вот. Интересно, вообще. Прям. Это Заказывали, да? В институте заказывали, да? Это наш земляк, вот относительно нас сделал вот сам этот. вот сидел, да? Это, Да, сам это сколько сделал. вот ветвей семей, да? Башки вот сидел российских в Уфе. И вывел. Здесь даже, говорит, я есть где-то там. Да, да. У меня бабушка в соседней 2,5 деревне. тысячи человек тут. Вся деревня вот здесь. Каждый приходит на мероприятие себя видит, здесь находит, потом садится, мероприятие смотрит. У нас сельхозпредприятие очень хорошее, богатое, поэтому вот оно поддерживает. Вот оно очень даже поддерживает. И рабочее место есть, и зарплата идет, и нам поддержка. Даже очень хорошая. До Главным свидания. энергетиком работает. Да, мой муж. Ну тогда все. Все здесь. До свидания. Ага, до свидания. Рафис, я думала, будут просить крышу починить или стены отремонтировать. А совсем нет. Тут все хорошо. Вот мечеть наша. Значит, это колхоз построил мечеть. А мула есть, да? Там все. Мулла штатный колхоз. Штатный, который, да? Илишевская земля богата на талантливых людей, но особая гордость – один из земляков. Здесь в 1922 году родился легендарный летчик, дважды Герой Советского Союза Муса Гасинович Гареев. В его музей и отправляется глава Башкортостана Ради Хабиров. Он в деревне Илякшиде родился 9 июля 1922 года. Единственный при Приволжском федеральном округе дважды Герой Советского Союза, Да. летчик-штурмовик. Да. В 22 года. Командиром эскадрильи, да. 22 года. Мальчишка. 41 совершил военную карьеру. Вот я говорю, вот в 22 года, ну они все вот в то время, все герои, 20 лет, 21 год.
Да. Доставка, наверное, подарил, да? Да, абсолютно верно. Именно тот самолет при досафе, когда он сам за руль, за штурвал сел и взлетел вот на этом самолете. С аэропорта мы его привезли и поставили. Следующий наш музей. Расскажете? Расскажем. Рады приветствовать вас в музее Мусаиля Галиева. Музей был открыт в 1992 году к 70-летию Мусаиля Галиева. Вы видите макет самолета У-2, на котором Мусаиля учился летать. В 1940 году из Энгельской школы, авиационной школы пилотов, приехали на покупку ушлетов. И вот Сагалиев именно попал в эту школу. 40-42 годы он там учился. Диорама крестьянского дома, когда Мусагалиев был маленьким, были вот такие вот вещи. И, конечно же, родословная Мусагалиева. Село Илякшиды в архивах уже упоминается 1624 года. И его предок Ажмет Хусаинов 1727 года башкир из рода Ильдак. Тут уже экспозиция артефакты, награды Мусагалиева и летные книжки. Столько орденов у него. Да. Здесь школьники собираются, они давайте фильм поставим, разный фильм, давайте покажем. У нас даже, как можно сказать, с эффектом. Это работа штурмовиков. Первую звезду героя Советского Союза и звание героя ему присвоили 23 февраля 1945 года за 164 боевых вылета. Только присвоили. И вот одна единственная фотография он одолжил у друга звезду и сфотографировался. И вторую тоже присвоили только 19 апреля 1945 года. То есть буквально через 4 месяца. Да. И вручение обеих звезд было 1 мая 1945 года. Одна звезда Вот другую догнала. Это уникально. он единственный в истории человек, которому сразу вручили 2 звезды. И когда в 1945 году его уже 6 мая отправляют в отпуск, когда они шли по Красной площади с Александром Кирьяновым, все удивлялись. О, такой молодой, уже майор, дважды герой. Даже 40 нет, наверное. А ему тогда было всего 23 года. Да. Такой молодой герой. И еще ему дали учебный самолет, чтобы он возвращался на родину. Возможность прилететь в родную деревню Да. на учебном самолете. Как дважды герой его. И вот он прилетел, да? Да. Он прилетел с родной деревни к матери, к отцу после Великой Отечественной войны. Райфеч, дважды Герой Советского Союза, уникальная личность. Да, уникально. Мне об этой ситуации больше всего, знаете, что он совсем Пацан, пацан был, да, если так уж можно говорить. ну 23-24 23 сколько? года он стал дважды героем Советского Союза. Это постоянно рисковал жизнью. Это же вот. Поэтому вот видите, и умер-то он ушел рано, в 65 лет. Это все-таки отголоски войны, конечно же. Ну мы память Светлая чтим. память, да, конечно, светлая память. Я с удовольствием, вот сегодня тоже я еще думал, хотел сюда обязательно заехать. Я здесь ни разу не был, кстати, поэтому вот как-то вот мне не довелось. С большим удовольствием. Очень интересный музей. Хороший музей. Строительная площадка биологических очистных сооружений в селе Верхнеяркеево – следующий объект рабочей поездки главы Башкортостана Ради Хабирова по Илишевскому району. Позвольте вам презентовать проект строительства очистных сооружений на 1800 кубометров в сутки. Данный проект разработан 1800 километров в сутки. Да. Это увеличенная мощность запасов. с учетом перспектив роста населения. На текущий момент объем потребления 1500 кубов в сутки в летнее время доходит. Это с учетом перспективы развития. Перед вами старый проект, который разработан заказчиком в 2012-2013 годах. При монтаже мы приступили в начале года, изучили с заказчиком данный проект и узнали, какие у него минусы. Во-первых, нормативная база поменялась с тех пор, санпины поменялись, санитарные нормы и требования, защитные зоны, предъявляемые данному объекту, а также
сама технология, которая здесь применяется, она тоже в принципе устарела. Учитывая все эти недочеты, мы, изучив аналоги по России, которые у нас есть в городе Пермской области, в Республике Татарстан, на наш взгляд нашли самое оптимальное, самое лучшее технологическое решение, имеющееся на сегодняшний день. Это станция волн полной биологической очистки трехступенчатой, производимой биотехинженеринг, город Казань. И откорректировали проектную документацию. Очистка у нас предусмотрена на 12 тысяч жителей. Здесь у нас 128 соцобъектов, 81 многоквартирных дом и вот домохозяйства, которые у нас в районном центре имеются. Это Верхняя Аркеево и Нижняя Аркеево с перспективой развития новых микрорайонов. А большим плюсом является то, что здесь ни одного металлического изделия нет. То есть все из современного ПВХ материала, в том числе вплоть до запорной арматуры. И если говорить про саму технологию очистки, то она у нас четырехступенчатая, то есть механическая. В здании песколовки и решеток убирается крупный мусор и песок оседает, попадает на иловые площадки. Дальше биологическая сама очистка у нас. Доочистка в биореакторах, вот последовательно в 4 секциях, независимо друг от друга работает она. И в конце на фильтрах и на миоцеллюлозной загрузкой. При выходе уже сточные воды очищаются ультрафиолетовым обеззараживанием. То есть на выходе у нас абсолютно чистая вода. Завершаем технологическую цепочку в конце года. В конце. Да, и потом приступаем к пусконаладочным работам. Это тоже долгий процесс. Когда хотите запустить? Зимой уже начинаем запускать потихоньку. Здесь должны бактерии развиваться, потом окончательно вот эти стоки должны превратиться в чистую воду, и очень сложный процесс сдачи. Она должна быть кристально чистая вода, обратно должна выходить. Вот в этом весь вопрос. Сколько стоит объект? У нас дело в том, что мы отторговали позапрошлом году объект, и она стоила 147. Сейчас все индексы, все цены выросли, поэтому у подрядчиков денег не хватает. Но, опять-таки, нужно повторно заходить в экспертный совет. На то и на это мы тоже готовы. Но завершить нужно объект. Да, конечно. А сколько не хватает? Около 32 не хватает. 32. Забили на поручение оказать содействие. Записан? Записали, да, это поручение. И второе, Беляеву, там Назарову поручение, там, изучить вопрос и оказать содействие в дофинансировании объекта биологическое очистное сооружение. В связи там с изменениями там, параметров проекта. Все, хорошо. Так, ну что, достроим что-то? Обязательно достроим. Спасибо. А у вас канализование получается, да? Полностью канализация районная. А вот эти новые, вот то, что развивается, Аркеев же развивается? Да, строимся. Туда тоже будете тянуть, да? Пока вот тут существующую часть, существующая часть. Канализация дорого строить. Очень же дорого. Очень дорого, да, канализацию строить. Но в составе проекта и от КНС и магистраль вот идет, и новая КНС идет, насосная станция тоже новая в составе. Из пластика. Но вам главное сейчас обеспечить там безопасность того, что есть. Так, социальных объектов, МКД. 89 МКД, социальные объекты и все коммуникации бюджетные. Ладно, посмотрим. Там мы поправим ситуацию. Достроим? Достроим, конечно. Как же, смотрите, они как... Мне нравится, когда, да, вот, представляете, если бы они там пошли по пути старых технологий, глядишь бы там через год пришли опять. Да, через 5, там через год пришли бы опять. До свидания, Рахмат. До свидания. Глава Башкортостана Ради Хабиров отправляется дальше, в село Ашманово Илишевского района. Едем в детский оздоровительный лагерь «Орленок». Здесь с помощью средств из Фонда социальных целевых программ начали реконструкцию, но запланированных сумм не хватило. Это старые домики, которые мы смогли более-менее порядок привести, срочно накрыть. Они круглосуточные, а вы круглогодичные? Нет, они летние. А вы хотите, вот это будет Круглогодичные. А потребности есть круглогодичные, нет? Есть. А есть, кого есть, будете? есть. Мы готовы привлекать спортсменов, готовы привлекать одаренных. Здесь вот языки изучать. Готовы вот разным категориям инвалидов детей, чтобы они здесь отдыхали. Можем таким образом. Здесь получается вот проект, разработанный районом. И посекционно получается здесь вот разбито по группам. Именно вот на одну секцию получается спальные корпуса. Здесь зона отдыха. И получается здесь вот одна санузловая вот на каждую секцию.
Таких 2 этажа, и получается на каждом этаже вот такая общая зона есть занятий. Здесь мы проектировали на 214, в конце концов оно 214 с вожатыми. Вожатые тоже здесь же, вот получается двухместных, вот они, двухместки под вожатых, вот здесь вот вожатые. Это муниципальный садик будет, да? Это муниципальный садик. Сможете его, да? Мы содержим. Ну, зарабатывать будете на этом, думаете? Он и сам зарабатывает. В этом году какой объем денег заработал? 7 миллионов инвестиций. А кто вот приходит сюда, вот Коломна сюда? Ну, летом-то понятно, наверное, это Из соседних районов. соседних Да, районов? да, то есть А рядом нету, да, получается, среди? есть. У них свои есть, но считают, что наш лучше. У нас 5-разовое питание. Берем питанием хорошим. Берем отдыхом, природа спортивными. красивая здесь, Он возит бассейн возит, кинотеатр возит. И получается, Вот это, так, вот этот объект, с ними что будете делать? их оставим, Разбач. Ну, просто, Пока оставим. Потом велороллерную А трассу. столовая где? Столовая. Вы ее сделали уже, да? Вот она горит, двухэтажная столовая. Нет, смотрите, ребят, я... Вот объект всё-таки- получается вот таком. Я понял, объект очень красивый, не с проектом. Давай на образовательный час. Я буду вкладываться сюда, если я пойму, что мне министр образования скажет, потому что Хорошо. Вы все равно не вытащите одним районом зимнее содержание. Мы бы сюда тогда посылали одаренных, как всякие олимпиады делали, Да. и так далее. Тогда надо вкладываться, делать хорошо и так далее. У нас как раз вот в этой части нету такого. Мы готовы. Югай. Мы делаем, значит, на Инзере такое место, мы делаем, соответственно, рядом с Уфой. И вот давайте вот этот, может быть, я обсужу, я приглашу. Там, скажите, на обр-час, он у меня, по-моему, завтра, что ли, кстати? Образовательный час завтра, да? Завтра, наверное, не успеешь? Успею. Давайте, если завтра Успеем, уточнить там Пашкова, пусть на образовательный час, и пусть предупредит Фанар Мухаммедовича, что вот такой вопрос там дополнительно будет, обсудить, насколько нам это нужно для вот республики. Это будет муниципальный, но поскольку мы участвуем, чтобы я понимал, что чтобы один на один с этим не остались. А то лупанем сюда денег и будет не очень. Валерий Федорович, на сегодняшний у нас уже есть соглашение с Нефтяным университетом. университетами. То есть Преподаватели нефтяного здесь И обучают еще наших пригласите детей. там, чтобы на обр-часе был министр спорта у нас или кто-то его зам, чтобы мы посмотрели там и спортивную какую-то часть. Может быть, сюда на сборы присылали бы, если. Но тут фок у вас закрыт. профиль. Фок закрытый есть, Алифач? Там, Яркеева. Нет, здесь. Здесь нет. Здесь нет. Вы также в том же стилистике строите, да, как Карабаша, да? Да? Ага. Да. Цвет. Да. И Да. для детей же, чтобы было весело, приятно. чтобы было. Андреевский кирпич, да? Это Белебеевский кирпич внутри, а получается внутренняя как бы стена из этого кирпича. Район такой неоднозначный. Почему? Однозначно. Хороший район. Нет, неоднозначный, потому что обычно мы ездим все-таки по проблемным объектам. А сегодня, достаточно такие приятные объекты. Мои службы, наверное, плохо работали. Или глава постарался, да? Нет, район очень позитивно развивается, хорошие люди стараются, и настроение у людей хорошее. Кстати, они не так много и просят, довольно справляются своими силами, экономика неплохая. Ну, есть моменты, где будем помогать, а в целом такое, особенно медицина произвела впечатление сильное. Медицина и состояние, конечно, сельхозпроизводителей. Ну, и лишь всегда отличался тем, что здесь у нас герои соцтруда были. 8 героев соцтруда были за пшеницу, да? Да, за объем, за растениеводство, за достижение ВДНХ, за хороший урожай, валовые сборы. Да. Хорошо, эстафету не уронили. Все. Ну, район вправе рассчитываете на поддержку республики? Да, я же об этом и говорю. Конечно, будем. Все, Игорь Рахмет. Все, давайте. Домой? Домой, да.